вопрос о регенерации планарий является одним из самых востребованных, и наука до сих пор не может его разгадать. Поэтому даже еще в 2005 году популярный американский журнал Science написал список важных проблем науки, и одной из которых являлась регенерация планарий. Процесс восстановления поврежденных тканей или что произойдет с планариями под воздействием сильного магнитного поля. Рассказывать о своем проекте Дали Гагиева может долго и, самое главное, с интересом. Результатами многодневного опыта довольна. В конкурсе участвует впервые. Почему я решила принять участие в этом конкурсе? Во-первых, это был интерес обычный. Плюс я узнала, что получается с этого конкурса. Это как я поступающий человек в этом году, абитуриент без 5 минут, то решила участвовать, и, как видите, прошла на второй этап. Я взяла планарий и под действием магнитного поля показывала результаты этой работы. Если кратко, если хотите послушать. Выводы какие? Чем больше магнитное поле, тем быстрее происходит регенерация. А вот София Наурузова в подобных проектах уже участвовала, к большим вызовам готовилась усердно. Тема ее исследовательской работы – воздух вокруг нас. Помимо основной части девочка подготовила и рекомендации. В школах нужно всегда носить с собой сменную обувь. Учителям там всем сказали, чтобы они чаще проводили уборки, влажные уборки, проветривали кабинеты. Мы поставили рециркуляторы для того, чтобы воздух был более чистым. Генетика и биомедицина, нанотехнологии, умный город и безопасность. Всего в конкурсе 12 направлений. Все они связаны с улучшением жизни человека. Проектная деятельность призвана решить актуальную проблему, поэтому проект начинается с анализа ситуации и выявления передовых методов и технологий решения. Проекты перспективные, проекты очень актуальные. Видно, что дети очень сильно заинтересованы, то есть глаза горят, желание выиграть в конкурсе, получить призовое место. Хорошо, что это не ограничивается только призовым местом. Хотелось бы верить в то, что проект будет завершен даже после окончания конкурса. Немаловажным критерием является актуальность проблемы для региона самого участника, поэтому Амин Газгиев затронул одну из самых важных тем в своем проекте. Вода реки Сунжа, она загрязнена, и данные об наличии там загрязнителей неизвестны. И поэтому нужно было провести мониторинг наличия тех или иных в ней загрязнителей, чтобы в дальнейшем это исправить. Отборочный конкурс делит на два этапа – региональный и дистанционный. Они проходят параллельно и включают в себя выполнение заданий в субъектах и индивидуальные собеседования с экспертной комиссией, благодаря чему участник приобретает опыт работы с проблемной областью. На базе Сириуса в городе Сочи, где дети на протяжении 21 дня будут заниматься научно-исследовательским адресным целевым проектом. И мы очень надеемся, что наши дети смогут принять участие в этом конкурсе, в этой смене, потому что это очень престижный проект, престижный конкурс, предполагающий участие детей со всей России с привлечением лучших экспертов с нашей страны. Результаты регионального этапа всероссийского конкурса будут известны уже через несколько дней. После победителям предстоит подготовиться к главному этапу конкурса научно-технологических проектов. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.